В зале больше 500 представителей российских и зарубежных СМИ. Красочными плакатами журналисты пытаются привлечь внимание главы государства. Владимир Путин не стал, как обычно, подводить итоги года, а сразу перешел к диалогу. Первый вопрос про экономику и COVID-19. Путина спрашивают, как пандемия повлияла на важную сферу. У нас уровень спада экономики составил 3%. Мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году. Сейчас он 4,6%, вот по октябрю включительно. Промышленное производство растет темпами 5%, перерабатывающая 5,2%. Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году. Из-за погодных условий было 133,5, стало 123. Но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал. Инвестиции в основной капитал 7,6% вот на тоже ноябрь. В целом погода ожидается 6. Был спад в прошлом году 1,4. Значит, хорошие очень показатели в стройке, рекордные показатели, 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса. И первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройках. Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост. Поговорим об инфляции, конечно. Инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали, но все равно рост реальных за вычетом инфляционных расходов все-таки 4,1%. По году будет, так вот ожидают специалисты, эксперты наши, 3,5% рост реальных доходов. Конечно, далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средний показатель. Я хочу еще раз это подчеркнуть, когда граждане будут смотреть, слушать, сказать, ну вот опять там средние. Но мы вынуждены средними цифрами оперировать для того, чтобы у нас были определенные ориентиры. Ну, мы поговорим о доходах населения, наверное, еще более подробно. Значит, уровень безработицы, конечно, вот мы ставили перед собой цель вернуться к допандемийному уровню, так он стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас 4,3%. Ну вот до конца года, может, чуть-чуть подрастет, будет 4,4%. Но это очень хороший показатель работы экономики в целом. Хотя здесь возникают и определенные сложности и трудности, связанные с рынком труда, с количеством людей, работающих на той же стройке, кстати говоря. Вот это такой серьезный вопрос. Значит, теперь сальдо торгового баланса. У нас и в прошлом-то году, несмотря на все сложности, было 94 миллиарда. Но сейчас это практически удвоилось. По концу года 184. Это тоже очень хороший показатель. Государственный внешний долг чуть-чуть сократился. Это минимальные значения в мире, где-то 4 примерно процента. Да. Значит, какие еще важные показатели, которые говорят о качестве управления и о результатах работы всего государства, правительства и Центрального банка в частности? Международные резервы подросли у нас, были 595 миллиардов, стали 625,5. Растет и Фонд национального благосостояния, 185,2 миллиарда долларов. Вот это все говорит об устойчивости и о хорошей макроэкономике. Еще один важный вопрос – вакцинация населения. Путин отметил, что в стране наблюдается низкий уровень коллективного иммунитета. Сегодня он составляет 59,4%. В России, по словам президента, обе дозы вакцины получили немногим более 70 миллионов человек. У нас около 70 миллионов сделали первую прививку, там 70 с небольшим сделали 2 укола. Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%.
Надеюсь, в следующем году, где-нибудь хотя бы в конце первого квартала, во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90-95%. В продолжении темы журналисты интересуются российского лидера, не нужно ли вести наказание за отказ от прививок против коронавируса. Президент уверен, что уголовными мерами нужно бороться с подделкой сертификата вакцинации. Наказывать за отказ от прививок, по мнению Путина, неправильно. Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования, я думаю, что мы добьемся нужного результата. Но другие способы, они контрпродуктивны. Значит, по поводу того, что надо ли там, усиливать ответственность и так далее. Вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий. Ну и чего толку? Значит, бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Вот правонарушениями нужно. Вот, скажем, сертификаты о вакцинации подделывают, уже 200 с лишним уголовных дел возбуждено. По словам главы государства, в 2022 году на социальную сферу запланировано 4 триллиона рублей из бюджета всех уровней. Большая финансовая помощь оказывается молодым семьям. Социальные выплаты, пособия, материнский капитал власти дальше будет поддерживать материнство и детство. Мы все нацеливали на поддержку людей с низкими доходами, с небольшими доходами, уязвимыми, особенно в этой ситуации. А это какие? Это молодые семьи, прежде всего, с детьми. Ну, мне можно перечислять, наверное, можно не перечислять, но некоторые я назову, которые, в принципе, это очень хорошо известно. Значит, расширили количество семей, которые получают поддержку со стороны государства, просто по количеству семей, у кого есть дети от 0 до 3 лет. Значит, начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка. Затем начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Начали дополнительно платить от 3 до 7. Значит, выплачивали единоразовые, делали единоразовые выплаты и по 5, и по 10 тысяч рублей разным категориям. Прежде всего, конечно, людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации. Вот это целый набор инструментов, мер, 4,5 триллиона рублей в прошлом году. И в этом году продолжили ряд мероприятий подобного рода. И все было нацелено на то, чтобы, повторяю еще раз, или напрямую людей поддержать, или поддержать их через бизнес. Потому что бизнесу давали деньги в том случае, если они сохраняли рабочие места и определенный уровень заработной платы. Кроме всего прочего, мы повысили МРОТ и ПМ, как вы знаете, совсем недавно. Но это, на первый взгляд, увеличение может быть небольшое, но смысл этих действий заключается в том, что повышаются и социальные выплаты сразу, которые касаются миллионов людей, их уровень, потому что считается от МРОТа или ПМ, и, кстати говоря, отражается даже на индексации пенсий. Поэтому, без всяких сомнений, этот бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности. Еще один вопрос – поддержка бизнеса и как президент оценивает работу региона в этом направлении. Владимир Путин ответил, что федеральный центр оказал огромную поддержку бизнесменам в виде льготной аренды, субсидий, рассрочки по кредитам. И не только. По словам президента, Россия первая среди стран вышла из экономического кризиса. Что касается бизнеса и его поддержки, страдает не только крупный бизнес, но и малый. Но малый в основном и страдает. Хотя есть определенные негативы и в работе крупных предприятий, мы тоже выработали поддержку и этим отраслям. Всем ведущим отраслям, если вы помните, крупным предприятиям. Специально я об этом правительство попросил в прошлом году, в начале еще года, и правительство сделало это. Ряд мер пошли явно на пользу нашим крупным отраслям и крупным предприятиям, холдингам. Они ведь без боя отработали. В целом люди с пониманием относятся и, в общем, положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. Но, кстати говоря, и результат-то неплохой.
результат-то, я же сказал, что мы вышли из кризисного состояния быстрее, чем очень многие другие экономики мира. И упали меньше, и вышли быстрее. Но это же результат. Как вы оцениваете работу региональных руководителей? Они на фоне пандемии получили очень большие полномочия и по-разному ими распорядились. Вводили разного рода ограничения. Как вы думаете, насколько они удачно это делали и какую бы вы оценку им поставили? Я уже много раз говорил, хочу еще раз повторить. Думаю, что вы со мной согласны. И по нашему пути пошли очень многие страны. Вот на самом деле мы же первые об этом сказали, что страна большая, ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается. И поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра, и для этого была создана правительственная комиссия, нам нужно все-таки отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе. Ну разве можно сравнить, я не знаю, Чукотку, да, и Москву? Ну, разные совершенно вещи. И разная эпидемиологическая ситуация складывалась из-за огромности территорий нашей в регионах. Повторяю, так же, как в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно. Не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратно увеличилась. Кратно увеличилась. Вот это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат. Следующий вопрос президенту внешняя политика и безопасность страны. Владимир Путин ответил, что для России всегда будет важен покой и безопасность своих граждан. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну чего здесь необычного? Как американцы бы отнеслись, если мы бы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Спросили главу государства и о демографии. Владимир Путин отметил, что за последние годы в стране выросли показатели рождаемости. И это очень радует. Семьи в нашей стране чувствуют поддержку государства. Финансово помогает на всех этапах взросления ребенка. Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год, выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших 1,5 лет. Еще один важный вопрос – программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Владимир Путин считает этот вопрос для страны приоритетным. По словам президента, нужно вывести граждан из сложных условий проживания. Первая программа была до одного, работала в отношении жилья, признанного до одного временного периода аварийным, потом до 1 января 2017 года признано аварийными. И, конечно, я уже много раз говорил на этот счет, и хочу повторить еще раз, мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают.
Глава государства поздравил всех жителей страны с наступающим Новым годом. Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 55 минут. Глава государства ответил на 55 вопросов, которые касались самых важных сфер развития страны. Внутренняя, внешняя политика, безопасность, поддержка материнства и детства, коронавирус и не только. Рина Цычоева, Новости 24.